Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Новые титулы. Наши боксеры, чувствуя полную поддержку, одерживают одну победу за другой. Причем некоторые прямо в первом раунде. В Грозном состоялся вечер профессионального бокса. Чем закончились поединки, смотрите в этом выпуске. Лучшее будущее. Всероссийских конкурсах, нацпроект участвовали школы, дома культуры, больницы, асфальтирование, благоустройство. 3 проекта Курчалойского района выиграли в 9-м всероссийском конкурсе. На реализацию чего будут направлены гранты, расскажет наш корреспондент. Разрешение проблемы. В селе Химой продолжается работа по дегазификации. Более к 20 домам бесплатно подведут голубое топливо. В Грозном завершился вечер профессионального бокса. Всего состоялось 17 боев, 6 из которых в основном карде. Представители клуба «Ахмат» одержали победу во всех боях. О ярких и волнительных поединках расскажет Турпалали Тайсумов. Международный турнир по профессиональному боксу памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, привлек к себе огромное внимание. Посмотреть зрелищные поединки прибыл главный зритель, руководитель субъекта, вместе с командой соратников, членами семьи и официальными лицами. 11 боев в предварительном карде и еще 6 поединков в основном. Честь России на ринге отстаивали спортсмены Республиканского спортивного клуба «Ахмат». Из первого раунда показывали динамичный и красивый бокс. Наши боксеры, чувствуя полную поддержку, одерживают одну победу за другой. Причем некоторые прямо в первом раунде. Это говорит о высоком профессионализме и стойкости. Именно такое качество показал Магомед Делимханов. В ходе встречи с соперником Шовкатом Халиловым он отправил его в нокаут уже в первом раунде. После успеха он поблагодарил главу за поддержку и всех присутствующих зрителей. Затем рассказал нам о своих эмоциях после победного гонга. Рамзан Ахматович там строит спортивные комплексы. У нас есть все условия, только остается нам потрудиться чуть-чуть и все. На турнире нет слабых. Каждая встреча на ринге – это интрига, пот и эмоции. Рамзан Кадыров на протяжении боев и раундов поддерживал спортсменов, представителей клуба «Ахмат». В соглавном бою вечера Тархан Идиков сошелся с Мирза Мухаммадом Микмотулаевым из Узбекистана. Встреча была недолгой, ведь Тархан вынудил соперника сдаться после первого гонга. Наш спортсмен стал обладателем титула «Чемпион Содружества». Это, по его словам, заслуга Рамзана Кадырова, создавшего все условия для развития спорта. Ассаламу алейкум, Ахвай. Рамзан Ахматович, делает хулилом. Спортсмен, он воймах канадештек, дал шидо дол мелдештек. سوقين طعم يدرس سوقين صدا وقشوا سمعت هم تيجي سبورت عشوائي كواستودين да دلريس خليلو دل شيء ده دل عمل دهي. В рамках мероприятия за заслуги в сфере физической культуры и спорта был награжден генеральный директор Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадыров. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Кадыров Али Рамзанович. Республиканского спортивного клуба «Ахмат».
Главным же поединком вечера стал бой за титул чемпиона IBF International во втором среднем весе между Асланбеком Идиговым и Арханом Гаджиевым. Соперники не сдавали позиции на протяжении всех 10 раундов. В упорной битве единогласным решением судей верх одержал Асланбек. Противник, воспользовавшись случаем, тут же попросил реванш, который Рамзан Кадыров с удовольствием одобрил. Рамзан Ахматович, ассаламу алейкум. Спасибо вам большое за гостеприимство, за колоссальный турнир. Для меня была честь принять тут участие. И всем зрителям спасибо большое. Хотел бы, пользуясь случаем, Рамзан Ахматович, разрешите к вам обратиться. Рамзан Ахматович, я этот бой принял за 2,5 недели, так как у нас военная ситуация в Курской области. Разрешите мне реванш с ним, дайте полноценную подготовку. Можно будет. Надеюсь, зрителям тоже это понравится. Рамзан Ахматович, можно реванш? У нас военная ситуация в Курской области. Я толком не готовился. Я знаю. Можно будет реванш, чтобы зрителям бой еще показать. Я не раскрылся. Вы согласны? Спасибо. Представитель клуба «Ахмат» рассказал о том, каково это было выстоять все раунды и одержать такую непростую, но важную победу. Алхамдулиллах, я давно не прочувствовал 10 раундов. С одной стороны, я рад. Это большой опыт. Это 10 раундов, как бы колоссальная работа. Я думаю, просто надо сейчас чуть-чуть отдохнуть, не расслабиться и работать над ошибками. Далее боксеров будут ждать интенсивные тренировки, чтобы провести тщательную подготовку к будущим турнирам, которые обязательно настанут. Турпал Алита Исумов, Моусар Гаджиев и Харон Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 6 проектов Чеченской Республики выиграли во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Лидером по количеству побед стал Курчалоевский район и получил грант. Далее смотрите в следующем сюжете. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Минстроем России с 2018 года. Чеченская Республика с первых дней принимает в нем активное участие. За период его проведения победили 14 проектов из нашего региона, 11 из них уже реализованы, а остальные завершат в текущем году. В 2024 победили сразу 6 работ. Я рад приветствовать вас на форуме развития малых городов и исторических поселений, который уже стал местом встречи профессионалов в сфере градостроительства, благоустройства, архитектуры, проектирования, представителей федеральных, региональных, муниципальных органов власти. Каждый год он проходит в разных городах. Благодаря этому мы можем показать, как меняется наша страна, ее небольшие поселения, как они становятся красивее, удобнее для жизни. Курчалоевский район стал лидером по количеству побед. Он получит гранты на реализацию 3 проектов. В селении Гилдаган появится парк чеченского рельефа площадью более 1 гектара. На территории расположится смотровая, спортивная и детские площадки, теневые навесы, беседки, скамейки освещения. В парке 5 святынь Илсхан-Юрта аналогично будут присутствовать малые архитектурные формы. Разработкой проекта занималась администрация Курчалоевского муниципального района с привлечением архитекторов Чечни и студентов вузов. Благоустройство начнется в начале 2025 года. Курчалоевский район в последние годы демонстрирует активный рост и развитие во многих сферах. Руководство прилагает значительные усилия для улучшения инфраструктуры, социальной сферы и экономики региона. Региональные общественные фонды назначат Вичхан Хокаха, Бинбол Белш, Дехдол Саганша, более 3,5 миллиарда вложений. За счет этого Хомосу всероссийский конкурс, нацпроект участвовал школы, дома культуры, больницы, асфальтирование, благоустройство. Мосу хумш елш посчитать более 10 миллиардов за счет этого вложения в районе. Инвестиционный проект, чего дукуешь, рабочий метод создавать. На сегодняшний день уровень безработицы 6,9 евро на 5,2% снизится. Тогда when алу куду идеги берката амар хажине бу далгазот хобалдуэл не тахуш вади бисидош вай мекда рамзан хатсундуезал вай мекнан амани
ديك بيركة سارقة حد يشتو دالا دي كانت بيقم بول دالا عالش بويش. Парк птиц в Курчалое открылся в 2023 году. В нем есть пруды, где плавают лебеди, зоны активного отдыха, площадки для игр и подвижных видов спорта, смотровая площадка и так далее. Одним словом, место, где можно спокойно провести время и отдохнуть. Изюминка парка – это информационные таблички с названиями птиц региона на русском и чеченском языках. Площадь парка планируют расширить. Территория будет составлять почти 2,5 гектара. Основной акцент сделают на озеленение. На новой территории у нас будет пешеходные зоны, зоны отдыха, детские площадки, беседки, теневые навесы. Парк птиц пользуется большим спросом у жителей Курчалоевского района. Стоит отметить, что Гудермесский район получит средства на реализацию проекта проспекта имени Ахмата Хаджи Кадырова в Гудермесе и пешеходные зоны в городе Ойсхара. Шалинский район сможет приступить к строительству молодежного парка в Шале. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Сайтель Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. По поручению Рамзана Кадырова в селе Химой идет активная дегазификация. Специалисты подводят голубое топливо от уличного газопровода до границ участка. О том, как идет работа по улучшению жизни населения, поделится Мадина Нуцалчиева. Селение Химой выполняет роль районного центра Шаройского муниципалитета. Все необходимое для населения здесь уже функционирует. Ранее газ также был проведен к 33 домам. Однако местность растет, и к новым абонентам горючее поступит совсем скоро. Такое поручение дал лично глава республики в ходе совещания по социально-экономическому развитию горных районов региона. Сейчас в Химой уже завезена строительная техника и материалы для прокладки труб. Будущий газопровод протянется на расстояние свыше 3 километров и будет подавать горючее уже от существующей газовой линии среднего давления Шаро-Аргун-Шарой. Совещание وفتح обращение قزعة гази очень ашнабу, гази гид харел. أبرشين وركوديتنا ليش خجي وأنا وارسة نزمديتنا أتريجيرتنا حلقوا يش ماترياليو تكنيك حالاتنا بيوي بقول عبولنا لا موضع أنا وارسة الأستروكشة بقول شقة بقول درس خوي مخدينا غاز حقنا خنا برغوتو يقنا. Доступ к газу будет обеспечен 21 дому. Новые хозяйства преимущественно располагаются в западной части села. Трубы к ним прокладывают через теснину горной реки. Строительство ведется с использованием железных и полиэтиленовых труб. Часть линий будет проложена подземными путями. Специалисты уже подготовили основания для опорных конструкций и роют траншеи для подземного подведения труб. Новый газопровод в перспективе позволит обеспечить уютом еще 25 хозяйств. Многие дома в селении только строятся. Хеда Хаджиева – одна из тех, кто переехала в Химой недавно. Прожив большую часть жизни на равнине, семья решила обосноваться в родовом ауле. Дом понемногу строится, а пока лето позволяет, еду хозяйка готовит на улице, соорудив временное место. Уже к концу сентября жилье Хаджиевых будет газифицировано. Специалисты преимущественно используют ручной труд и малогабаритную технику. Несмотря на географические и климатические условия, проект будет завершен в намеченные сроки, уверяют инженеры. При этом газ в будущем станет доступным и для других мест района, имеющих инвестиционное и туристическое значение. Мадина Нуцалчиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Министр транспорта, связи и цифрового развития Адам Черхигов провел выездное совещание со специалистами сотовой связи в селении Нохчикилой Шатойского района. По поручению Рамзана Кадырова на месте обсудили возможные пути улучшения качества мобильной связи. Специалисты активно работают над проектом, чтобы обеспечить жителей Нохчикилоя стабильной и качественной мобильной связью. Параллельно ведется работа по вопросу улучшения существующей сети связи в населенных пунктах Итумкалинского муниципалитета.
В архитектурно-этнографическом музее Широкотер прошел республиканский фольклорный проект. Участие в нем приняли все районы региона. Представители муниципалитетов продемонстрировали обычаи и традиции чеченского народа. Материал с места событий подготовила Аида Магомаева. Инициативу, которая обещает стать значительным событием культурной жизни региона, направленная на сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния чеченцев, организаторами которого являются Центр народного творчества Министерства культуры совместно с отделами культуры муниципалитетов и администрацией Шалинского района, посетил министр культуры Иса Ибрагимов. Грозненский кошта, муниципальный района, отдел культуры. Синхирам хватурбу хвоинс белхи дабякана хеш умар шумар шадоги. Чеченские традиции – это бесценный клад, передаваемый из поколения в поколение, словно драгоценные камни, отражающие дух народа, его стойкость, гостеприимство и глубокую связь с предками. В современном мире, где предания часто подвергаются испытанию глобализации, чеченский народ продолжает хранить свое наследие. دايش هتين دول سخز حانل شندوية شاتي كوميرش حسام دا كوكير تحريق شوي خوش تيوخشلش جيرينا شاتي بتوقي خلري ستيسوش هرنان نختيتي يريجي فوقتي بسرته خزيل يوخشيخا. Программа проекта включает в себя комплекс театрализованных постановок, прошедшие в архитектурно-этнографическом музее Широк-Отер в селе Герменчук Шалинского муниципального района. Каждый район республики представляет свои объекты нематериального этнографического наследия, демонстрируя обычаи, фольклорные обряды и традиции, отражающие различные аспекты повседневной жизни чеченцев прошлых веков. На различных площадках в каждом отдельном доме показаны такие элементы народной культуры, как белхи, коллективная помощь соседу, обычаи гостеприимства, празднование 15-летия мальчика, национальная кухня, музыкальные композиции, детские игры. В заключение, создав картину одного дня из обычной повседневной жизни села в старину у чеченцев, завершилось все большим праздничным синхэром, ярким и красочным событием, отражающим красоту старинного обычая. Министр культуры подчеркнул важность сохранения традиций и обычаев. Kultur boşluğu, mallar dövüş, hadakştu, son Allah reis kulda dikans biyekan boyuntan ve yıllar değiştirilişi ve aslında ona nokçi kamhırdansır, vaka am ona kultur boğum tadalçı, daduşu, o dünya caha iyi emeğe, aslında nokçi şu asan deyip bisan hıllık, adet, ulluk ona yıllar değiş, haduş, son zaten öhpazdı ona ta. Реализация подобных проектов в одном из этнографических музеев позволяет зрителям прикоснуться к быту и укладу прошлых веков, объединив вокруг себя самодеятельные творческие коллективы, культурную элиту и широкую общественность, позволяют участникам и гостям стать свидетелями старинных чеченских обычаев и обрядов. Аида Магомаева, Сайдымин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.